Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе о мерах по обеспечению законности и правопорядка президент провел совещание в МВД. Оказана помощь в протезировании. В Абхазии находится делегация из Южной Осетии. С миру по нитке. Благотворительная организация «Киарас» помогает многодетным семьям. Мерам по обеспечению законности и правопорядка в стране было посвящено совещание, которое провел в Министерстве внутренних дел президент Рауль Хаджимба. В совещании приняли участие министр внутренних дел Леонид Запшба, генеральный прокурор Алексей Ломья, председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания. То, что мы наблюдали у стен МВД, это удар не только по правоохранительной системе, но и по нашему государству, подчеркнул в своем выступлении Рауль Хаджимба. То, что мы наблюдали у стен МВД, это удар не только по правоохранительной системе, но и по нашему государству. Если мы допустим продолжение таких способов выяснения отношений, то наше государство не будет иметь никаких шансов. Поэтому мы будем применять все меры, которые предусмотрены законом в отношении лиц, занимающихся организацией такого рода беспорядка. И я не сомневаюсь, и вы понимаете, тот конфликт, который возник, его можно было бы решить соответствующими законными способами. Но почему подтянулись другие лица, которые на этой волне пытаются решать другие совершенно задачи? И почему кому-то кажется, что это можно будет сделать таким способом? Вы понимаете, сегодня президент Хаджи, завтра будет другой. Если этот процесс будет переноситься из года в год, то мы не добьемся ничего положительного. И когда пытаются нам говорить о том, что у вас уже были прецеденты такого рода, это не прецеденты, ребята. Это следствие тех процессов, которые уничтожали наше государство. Полностью выступление президента на совещании в МВД смотрите в нашей программе после новостей. Между тем, у здания парламента республики собралось в общей сложности несколько десятков человек, родственников и сослуживцев бывшего начальника СИЗО Дранда Руслана Джелия. Они обратились к депутатам с письмом, в котором выражалось требование обсудить вопрос отставки министра внутренних дел Абхазии Леонида Запшба на заседании парламента. Представители митингующих встретились со спикером и депутатами парламента. В то же самое время перед администрацией президента собрались сторонники действующей власти, чтобы выразить поддержку руководству страны и министру внутренних дел. К собравшимся вышел глава МВД Леонид Запшба. Это правомерно было. А я баура, машина имеет, а увидел, она уиграв на машину, вангул, хавазит, и холомарус. Убрезан, хазик, хазуа, коп, яхтуа, коп, а тынчра, а закон, а обстаза арабзева, варапатри, кваса. На площадь перед зданием были стянуты силы различных подразделений МВД СГБ. Первый вице-премьер Шамиль Адзенба отметил, что все, кто мечтает видеть Абхазию процветающей, должны уважать верховенство закона, одного для всех. Мы в такой ситуации нехорошей находимся за все последнее время, что по-другому просто, иначе как решительными, такими порой и радикальными методами, если не действовать, вытащить страну из этой грязи будет невозможно. Есть только один путь построения государства, это только закон. Никакими понятиями, никакими, к сожалению, для нас обычаями, только и традициями мы страну не построим. А тем более какими-то криминальными понятиями это сделать невозможно. Просто погубим ту страну, ради которого вот ребята 15-16 марта в том числе сложили свои головы. Мы не должны этого допустить. Просто нужно немножко включить разум, рассудительность, и все встанет на свои места. В 14 часам немногочисленные митингующие перед парламентом разошлись. Это уже вторая акция, поводом для которой послужил инцидент на трассе Сухум-Псоу с участием сотрудников ГАИ и бывшего начальника СИЗО Дранда Руслана Джелия. Белла Кварча и Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.
Президент Рауль Хаджимба вышел к людям, которые собрались у здания парламента с требованием об отставке министра внутренних дел. Глава государства сообщил собравшимся, что инцидентом, имевшим место между гражданином Русланом Джелия и сотрудниками милиции, занимается прокуратура. Этот вопрос будет решен в рамках закона. Все, кто нарушил закон, понесут наказание, подчеркнул президент. 23 года назад, 15 марта 1993 года, в ходе Отечественной войны народа Абхазии началась операция по освобождению столицы нашей родины Сухума, впоследствии получившей название как «Мартовское наступление». Операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После ожесточенных боев абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции. В ходе мартовской операции погибли 222 наших бойца. Несколько десятков до сих пор считаются пропавшими без вести. 15-16 марта 1993 года навсегда вошли трагической страницей в новейшую историю абхазского государства. Неудачная операция вместе с тем стала точкой отсчета дальнейшей победы нашего народа над грузинскими оккупантами ценой тысяч жизней сынов и дочерей абхазского народа, народов братских республик Северного Кавказа, юга России. 16 марта в Абхазии отмечается День памяти погибших в мартовском наступлении. В 10 утра начнется церемония возложения цветов в парке боевой славы. В 6 вечера в Госфилармонии состоится концерт «Реквием», а в 19 часов на Нижнем Гумисинском мосту пройдет акция, участники которой возложат цветы к памятнику погибшим воинам в Нижней Эшере. Вечер памяти продолжится демонстрацией военных кадров, монологами, чтением стихотворений. Завершится акция зажжением 222 свечей. Школьники из села Арасадзых побывали в Гагарском Кабарце, где поправляют свое здоровье ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии. С чем приехали дети к ветеранам, расскажет Сария Смыр. Хроника мартовского наступления, песни и стихи, наполненные патриотизмом, национальные танцы. Такова праздничная программа, подготовленная учащимися школы села Арасадзых для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, проходящих реабилитацию в КБРЦ Гагры. Школьников переполняло волнение, что неудивительно, ведь они выступали перед героями, которые подарили им их настоящее. В Гагарском реабилитационном центре восстанавливают свое здоровье 36 ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Состояние здоровья не позволяет им надолго покидать учреждение. Визит школьников, да и сама праздничная программа не смогли оставить их равнодушными. Погрузившись в воспоминания, каждый из них рассказывал свою историю. Ночь на 15 на 16 был приказ дан, и мы потихоньку спустились к Гумисте, к реке. И там по броду начали проходить, группами. У нас 2 группы было, Радик был командиром, Сатурн Ураган. И вот мы прошли, до середины где-то дошли, и тогда уже начался бой. Вот, перед железнодорожным мостом, ДОТ нам не давал проходить, нам пришлось и в реке померзнуть, полежать. А что делать? Ну и вот так мы потихоньку уже до рассвета мы уже смогли выйти, к берегу. И тогда уже, как рассвет пошел, честно говоря, вдохновление какое-то нашло. И пошли в атаку. Для ветеранов этот день стал настоящим праздником. Они искренне благодарили своих гостей. Дети привезли с собой подарки и денежный презент в размере 50 тысяч рублей. Как оказалось, эти средства для ветеранов собрали жители села Арасадзых. Сегодняшний приезд детей с учителями – это очень важно для ветеранов. Такие встречи для них всегда дух поднимают, просто чисто человеческий дух, что они не забыли. Сегодняшний визит школьников в Гагарский КБРЦ – еще одно доказательство того, что не забыты герои войны, люди, которыми должен гордиться каждый из нас. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В Абхазии по приглашению руководства страны находится делегация из Южной Осетии. В отделе технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра в Гагре планируют оказывать помощь по протезированию ветеранам Отечественной войны Южной Осетии. На днях в центре побывал первый пациент. Репортаж Амрамичева. Денис Хугаев в августе 2008 года был военнослужащим Министерства обороны Южной Осетии. Когда началась агрессия Грузии, он был среди защитников Родины, тех, кто принял удар противника.
В результате этой короткой, но кровопролитной войны потерял ногу. До сегодняшнего дня протез, который ему изготовили, причинял боль при ходьбе. По приглашению руководства Абхазии Денис Хугаев приехал в Республиканский реабилитационный центр, где специалисты отдела технической ортопедии привели в порядок его протез и сделали удобным. На данный момент он поступил к нам с проблемами непосредственно по протезу. То есть неудобство культи, регулировка протеза, ну и так далее. Косметическая отделка. Вот, и крепление протеза, то есть это вакуумная система, она должна четко работать, надежно работать. Она уже со временем износилась, то есть была проведена замена, была проведена серьезная работа, пациент доволен. Приезд и пребывание первого пациента Дениса Хугаева в Гагарский реабилитационный центр стал возможен благодаря тесному сотрудничеству Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и Фонда поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории Южной Осетии в 1989-2008 годах. В составе осетинской делегации президент фонда Мадина Плиева, кавалер ордена Осамонга, высшей военной награды Южной Осетии. Мадина сама ампутант, лишилась обеих ног во время войны в начале 90-х. И как никто другой понимает, насколько ветеранам важны чуткость, внимание и забота окружающих. Мы этим, естественно, очень довольны, когда и прием, и обслуживание, и все. Мы довольны центром, довольны правительством Республики Абхазия. И это мне не очень странно кажется, потому что когда два брата одной рукой ранимы, они друг друга всегда поддерживают. От Мадины Плиевой в очередной раз прозвучали слова благодарности за содействие в освобождении осетинских заключенных из грузинской тюрьмы, обмен которых состоялся недавно на абхазо-грузинской границе. По решению руководства Абхазии еще 10 инвалидов-ампутантов из Южной Осетии приедут в республику, и в отделе технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра Гагры им окажут необходимую помощь. Кому подправят уже имеющийся протез, а кому изготовят новый. На встрече с осетинской делегацией вице-президент Виталий Габни отметил, что Абхазия рада оказать посильную помощь братскому народу. Мы вам рады, друзья. Мы вам рады, и здорово, что еще и можем вам непосредственно помочь в деле инвалидов, которые получили увечья на той общей для нас войне. Это только первая ласточка в серии нашей помощи, в той части, где мы можем вам помочь и можем быть вам полезны. Гости вручили вице-президенту медаль за боевое содружество от Министерства обороны Южной Осетии. Амрамич Басаидайба, Абхазское телевидение. В связи с распространенными в социальных сетях депутатом Народного собрания Алмасом Джопо искаженными сведениями о предоставлении гражданам Республики Абхазия и иностранным гражданам оружия, правительство информирует, что практика принятия руководством правительства решения о предоставлении оружия гражданам Абхазии и иностранных государств за заслуги перед Республикой Абхазия соответствует национальным традициям и имеет место на протяжении многих лет. Учитывая оказываемую нашей республике помощь и поддержку со стороны ряда должностных лиц и общественных деятелей иностранных государств, поощрение указанных граждан является одной из форм поощрения за заслуги перед Республикой Абхазия. Действия депутата Народного собрания Алмаса Джопо по распространению информации с комментариями, вводящие в заблуждение общественность, несут откровенно провокационный характер и негативно влияют на имидж Республики Абхазия. К тому же откровенно безответственные действия Алмаса Джопо по распространению непроверенной информации из неофициальных источников с указанием в ней личных данных иностранных граждан создают угрозу их безопасности и дискредитируют органы власти Республики Абхазия, допустившие утечку информации, в отношении которой имеются ограничения по ее распространению, отмечается в информации правительства Абхазии. Свое мнение по традиции награждения оружием от государственных органов власти в интервью абхазскому телевидению высказали министр обороны Мираб Кешмари и министр внутренних дел Леонид Запшба. Руководство страны имеет право награждать граждан России, граждан Абхазии, которые заслуживают и заслуги имеют перед Республикой Абхазия. Это люди, которые нам, насколько знаю, помогали, помогают. Другой вопрос. Прежде чем наградить эти документации, которые должны быть собраны, это, я думаю, что кабинет министров, это те первичные документы, которые без этого они не могли бы. Потому что я сам лично, когда представлял граждан России, которые через Минобороны проходили, были затребованы первичные документы. Там есть разрешительная система в России, которая дает им разрешение на оформление. Я считаю, что премьер-министр
и главнокомандующий президент имеют право, и они знают, кого наградить. Я сколько раз и представлял, они тщательно проверяются, тщательно затребуют, те документы необходимы. После этого только подписывается распоряжение или указ. Есть у нас руководство страны, президент, премьер-министр своим указом, распоряжением награждают люди, которые помогают нам. Кто приносит пользу нашему народу, нашей стране, эти люди награждаются. Министерство внутренних дел легализовывает вот эти дарственные дела. И нам люди помогают, оказывают всяческое содействие за их труд, за их помощь. После прозвучавшего по абхазскому телевидению заявления Федерации независимых профсоюзов Абхазии работники профсоюзных органов выразили свое несогласие с мнением руководства ФНПА. Внеочередное голосование дестабилизирует обстановку в стране, разделяя наш народ на два лагеря, говорится в частности в распространенном совместном заявлении Комитета профсоюза работников, госучреждений, промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Также Республиканский комитет профсоюза работников строительства выражает крайнее возмущение по поводу сделанного накануне заявление от имени Президиума ФНПА о поддержке всенародного референдума. В связи с этим в ближайшие дни Республиканский комитет профсоюза работников строительства планирует провести собрание первичных организаций. 15 марта исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Шамба, государственного и общественного деятеля Абхазии, ученого-археолога, доктора исторических наук. Сергей Шамба – один из активных участников национально-освободительного движения абхазского народа. В 1992-1993 годах занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазия. С 1994 по 2010 год работал министром иностранных дел. В настоящее время депутат Народного собрания. Сергей Шамба также является председателем партии «Единая Абхазия». С юбилеем Сергея Шамба поздравил президент Ауль Хаджимба. Вы принадлежите к числу ярких и талантливых государственных деятелей, профессионалов своего дела. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, занимая высокие ответственные должности, вы всегда преданно служили и служите гражданам Абхазии, отмечается в частности в поздравлении президента. Президент Ауль Хаджимба поздравил народного писателя Абхазии, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия Алексея Гогуа с днем рождения. Ваши талантливые, высокохудожественные произведения заняли свое достойное место в процессе становления и развития абхазской литературы. В них ярко проявились социально-психологические мотивы внутреннего мира человека, духовной жизни нашего народа. Отмечается в частности в поздравлении. Президент пожелал Алексею Гогуа доброго здоровья, бодрости духа и творческого вдохновения. С миру по нитке или как общество неравнодушно к проблемам окружающих. Благотворительная общественная организация «Киараз» продолжает свою работу в осуществлении помощи и поддержки многодетным малоимущим семьям. Один из кабинетов, отведенных в безвозмездное пользование благотворительной общественной организации, напоминает склад. В нем несколько десятков упаковок детских подгузников. Их количество с каждым разом убывает. Исполнительный директор общественной благотворительной организации «Киараз» Кама Гупя передает их мамам новорожденных детей. Помощь уже получили около 20 семей. Такая масштабная акция в поддержку многодетных малоимущих семей стала возможной благодаря пожертвованию Мустафы Куазова, который передал в фонд не только крупную партию подгузников, но и несколько десятков пар женской обуви. Наши подопечные очень часто спрашивают по поводу памперсов. К сожалению, у нас не было возможности им их предоставлять. И вот Куадзва Мустафа Кемаль Фуатович нам эти памперсы пожертвовал. Теперь у нас есть возможность передать их всем абсолютно, кто в этом нуждается. Ну, естественно, многодетным малоимущим семьям. По словам Камы Гупи, сотрудники организации осуществляют работу, опираясь на базу данных. В папке вложена анкета многодетных малоимущих семей. Это люди, проживающие практически во всех районах Абхазии. Сотрудники благотворительной организации находятся в постоянной связи с подопечными. О предстоящей акции они сообщили несколько дней назад. Кому-то позвонили, а кто-то узнал новость из интернета. С начала рабочего дня в офис приходят мамы со своими детишками. С учетом стоимости детских подгузников, такая помощь весьма кстати. Мы за счастье даже получить одноразовую такую помощь. Памперсы дорогущие, по 1000 рублей. Для нас и это
Хорошо. Многодетным семьям приходится непросто, особенно если члены семьи страдают различными заболеваниями. Чтобы ухаживать за 15-летним сыном, Мзии Зухба пришлось отказаться от работы преподавателем в школе. Зарплаты нет, да и пособия небольшие. Керазу ежедневно передают благотворительные пожертвования, приносят одежду, обувь, детские игрушки, которых уже 2 больших пакета. Эти вещи принесли в офис недавно. Сотрудникам организации предстоит рассортировать их, чтобы потом отдать тем, кому они необходимы. Часто приходят и молодые люди, которые предлагают свою помощь. Асида Мали, Саид Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 7-9 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.